Так, Гоша, расскажи, пожалуйста, о себе. Вот, ты волк. Ты самый красивый волк на планете. Вот, мы тебя все ждали. Уже даже сомневались, прилетишь ты или нет в этом году. Да, можно. Вот, сомневались, но он прилетел, потому что появилась одна большая переноска. И эту переноску мы ждали. Наконец-то. Гошка? Гош, ты черный, да? Тебя плохо видно, но ты очень красивый. Ты черный волк? Большой черный волк, который ждал большую переноску, чтобы суметь его перевести. Единственную переноску мы дождались. Да, малыш, да. Вот ты какой. Но потом мы тебя расчехлим и покажем всю твою красоту. Так, это кто? Это красавец. Это брат. Ты у нас брат пока без клички. Мы тебя очень долго ждали. Ты не выспался, я все поняла. Ты хочешь поспать, пока тебя оставляем в покое. Так, вот это у нас девочка, с которой произошла сегодня неприятная ситуация, что нам ее вести некуда. Друзья, хотелось бы вкратце изложить вопиющий сегодняшний случай. Как вы помните из недавнего ролика, где мы забираем многострадального белого песика из ППЖ, на его фоне зрители канала увидели несчастную, забитую в углу собачку. И вы, дорогие подписчики, единогласно захотели его спасти. Посмотрите, сколько было комментариев по поводу него. Мы писали, что спасение его возможно только при условии индивидуальной квартирной передержки. У меня такой нет. Оплатить дорогу, не имея передержки, это не значит спасти. И поэтому мы написали: хорошо, спасем, если будет к кому привезти. Откликнулась всего одна женщина в Москве. Мы созвонились и все обсудили. Договорились, казалось бы, чтобы она передержала, социализировала, да просто приучила к человеку, к доброте человека. И всего-то, только любовь и ничего сложного. Она согласилась. И вот, чего нам это стоило? Не полетел запланированный песик на единственного в этом году пассажира. А вместо него полетела вот эта зашуганная девочка на конкретную передержку к откликнувшейся женщине. Итак, что в итоге? Когда собака была в полете, уже в небе, я получаю сообщение, что она не может принять собачку, что муж заболел, а вдруг ковид, а может не ковид. Анализы будут известны через 3 дня. Ковид не ковид, но если по-человечески, то хотя бы на 3 дня она могла бы не отказать приютить. А нет, этого я не услышала. Так же, как и не услышала и обеспокоенности, что я вас обнадежила, подставила, подвела. Ни слова, что она кому-нибудь позвонит, ну хоть что-то. Нет, как в порядке вещей. На весь мой крик, ор, рев в порту, куда мне деться с собачкой из порта, я услышала только, что вы волонтеры, вот и думайте. А что такое волонтеры? Может, у кого-то неправильное представление, что волонтеры – это не организация со штатными единицами, где можно сесть за стол переговоров и распределить роли, кто кого будет спасать. Это все не так. Волонтер – это вообще состояние души. Мы такие же люди, как и все. У нас также работа, семья, быт. Только кто-то может себя на плаху в жертву принести, а кто-то не может выйти из зоны комфорта.
Вчера сказал, а переспав, передумал сделать это доброе дело. И все свалить на волонтера. Мы такие же люди, услышьте нас, пожалуйста, и когда нас подставляют или оказывают такую медвежью услугу, как на сегодняшний день с этой собакой, скажите, что нам делать? Я всегда говорю, спасение – это не только оплатить перелет, а это еще и организация того места, куда собака прилетит и на что она будет содержаться. Что мы в итоге имеем? Куда сейчас эту собаку девать? Или так и остаться в подсобке, в лесу, на какой-то промзоне и не до конца быть спасенной? Скажите, что делать, люди? И вы так хотели спасти эту собаку. Все, что от меня зависело, я сделала. Но обманывают и подставляют эти люди, которые обещают. Дальше какие действия? Остаться мне в лесу, в подсобке, в промзоне. Остаться с ней? У меня просто крик души. Этого не может быть. Так не должно быть. Это урок. Урок мне. Друзья, итак, по прилету Нюрочки. Она находится недалеко от Домодедово, в очень временном пристанище, потому что нас подставила эта а-ля добрая женщина. Я продолжаю искать ей передержку, и мне очень нужна ваша помощь. Если вы очень хотели спасти эту несчастную девочку, да, она очень несчастна. Видимо, в прошлой жизни ее били, потом она попала в какую-то канализационную трубу или сток. Ее очень по-разному вытаскивали из соображений, как улучшить, как ее спасти. Она не вытаскивалась, и поэтому у нее такой страх перед тем, как тянут люди за ноги, за руки. Она не вытаскивалась, услышьте, пожалуйста, меня. Ее страх, он оправдан, и поэтому ей надо помочь. Ей нужна поддержка человека. Та женщина, которая хотела, но не смогла, не захотела, побоялась, напугалась, неважно. Забудем про нее. Мне по новой надо найти человека, который бы поддержал, приютил, приласкал, ну, что-то сделал доброе и хорошее для этой несчастной девчушки. Или же я размещу ее на общую передержку, где она не будет иметь доступа, возможности гулять со всеми собаками, сородичами, так как она выделяет фермент страха. А мы знаем, что собака, которая выделяет страх, другие, более сильные сородичи начинают прикусывать, придушивать и могут порвать. Поэтому у меня сейчас такая дилемма, что с ней делать. У меня один день на раздумье. Она находится в очень временном пристанище, недалеко от Домодедова. Я должна сейчас быстро купить ей какую-то большую клетку. Клетку, где она будет в уголке жить, в этой клетке. Ее будут тихонько выводить в перерыве, когда будут отдыхать другие большие собаки. То есть я говорю сумбурно, но пока у меня другого плана не рождается. Ну, что делать, раз меня так подставили, и я должна сейчас с вами поделиться своими мыслями, своими планами. Мне нужна ваша помощь и поддержка. Пожалуйста, поддержите. Все нужно на содержание, на питание, на прививки, на стерилизации, на клетку, на большую, чтобы она была там не скована. Пожалуйста, помогайте. Помогайте что-нибудь. Я должна этот вопрос решить, раз я не смогла это решить сегодня.